Китай, проводящий ассимиляцию народа в Восточном Туркестане, продолжает агитационную деятельность. Работница городского управления города Хотен Айнур Абдурахим в своей статье в газете «Синьцзянь» пишет, что народ должен поддержать политику властей, относиться к китайцам дружественно, что китайцы с древних времен жили с народом Восточного Туркестана в мире и согласии, и что в Восточном Туркестане издревле отмечались китайские праздники. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдужалил Каракаш, строго осудивший слова Айнура Абдурахим, подчеркнул, что солидарности с врагом не было и не может быть. Захвативший Восточный Туркестан и заключивший миллионы тюрков в лагеря, Китай данной пропагандой не вызовет ничего, кроме ненависти между китайцами и народом Восточного Туркестана. О какой солидарности может идти речь, если власти Китая не прекращают геноцид и репрессии местного населения, сказал Каракаш. Наследный принц Саудовского престола Мухаммед бен Сальман, посетивший Китай с официальным визитом, поддержал китайские власти относительно лагерей в Восточном Туркестане, в которых содержатся миллионы мусульман. После переговоров о сотрудничестве в сфере торговли, энергетики и безопасности, Мухаммед бен Сальман подписал торговое соглашение на 28 миллиардов долларов и заявил, что поддерживает политику китайских властей, пытающихся обеспечить безопасность и стабильность своей страны. Накануне в сети появились изображения школьников города Аксу Восточного Туркестана, которых учителя заставляли петь китайскую оперу. По сообщениям радио «Свободная Азия», на родителей, которые не обучили своих детей китайской опере, наложен штраф от 100 до 500 юаней. Индийское правительство приняло решение направить в Кашмир дополнительные войска. После теракта в Кашмире, произошедшего 14 февраля, индийские власти задержали 200 сторонников независимости и переправили в зону конфликта дополнительные 10 тысяч солдат. Правительство Венесуэлы приняло решение временно закрыть границу с Колумбией. Помощник президента Делси Родригес сделал заявление о временной блокировке 3 пропускных пунктов на границе с Колумбией. По словам Родригеса, причиной послужили действия колумбийских властей, которые несут угрозу независимости и миру в стране.